Спортсмены продолжают нас радовать яркими победами на международных аренах. Меньше недели назад борцы греко-римского стиля привезли серебро с первенства мира. Также нашими земляками была покорена всероссийская спартакиада среди юношей. В общем, спортивная борьба развивается семимильными шагами. Мухаммад Евлоев без призового места, кажется, не завершает ни один турнир. В этот раз в его копилке достижений серебро первенства мира по греко-римской борьбе. В числе награждаемых еще 4 наших спортсмена. Медали разного достоинства взяли уже на всероссийской спартакиаде в Раменске. Руководство поощрило Евлоева денежным поощрением 150 тысяч. И также земельный участок в городе Сунжи. И прошел спартакиада, летняя спартакиада России. Там у нас боролись 4 человека. Первым стал Амриев Алан. Все, что нужно для детишек, все делается для развития их, чтобы привлекать ребят. Все больше и больше ребят приходят, хотят заниматься греко-римской вольной борьбой. При подготовке к турнирам планетарного уровня борцы не делают акцент на чем-то одном или на конкретном приеме. Ведь в борьбе каждый элемент и деталь крайне важны. Даже на тренировках Мухаммад Евлоев не усмиряет чемпионский характер. Видно постоянное стремление всегда и везде быть первым. Выиграть в финале, выиграть на Европе, которую я выиграл, с азербайджанца 2-2 и Щерсо. Передышку видал, а потом заново снова листка продолжил езду. На всероссийских соревнованиях всегда трудно выступать. Как признаются тренеры, турниры, где бьются исключительно россияне, проходят даже сложнее, чем за пределами. Ведь уровень борьбы в России самый высокий в мире. От этого и большая конкуренция. Алана Амриева трудности только мотивируют. Он не раз становился триумфатором самых разных турниров. Теперь и всероссийская спартакиада в списке победных. Перед спартакиадой двухнедельный сбор под Москвой. Цилищный подвод Киров. Сладкий подвод. Спартакиада есть сладкий турса в финале Игорь Халаховар. Выиграл счетом 6-4. Достойный соперник Шибар в финале Игорь Халаховарсон. С представителем Чеченской республики Самот Шварца в финале Игорь Халаховар. Успех любого спортсмена в первую очередь заслуга опытного тренерского состава. В случае с клубом Ади Ахмат с молодежью работают исключительно профессионалы своего дела. Шамиль Тангиев только в начале своего тренерского пути. Однако ему есть чем поделиться с подопечными. Основные требования Шамиля – отдавать всего себя тренировкам, а результат не заставит себя долго ждать. Борцы как приехали с первенства мира, с спартакиады. Сейчас у нас... можно сказать, отдых, активный отдых. У нас игровые тренировки, поиграли, разминка в парах, повозились. У нас хорошие результаты, мы и работаем соответственно. Мы ежедневно, в неделю 6 раз в зале работаем. После тяжелейших тренировочных сборов и турниров ребятам дают небольшую передышку. Однако форму нужно постоянно поддерживать, чтобы предстать в новом сезоне в лучших кондициях. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.